Друзья, всем привет! Вы смотрите на Изадай подкаст. Сегодня у нас очень большой и знакомый всеми гость Камил Гаджиев, глава лиги AMC Fight Nights. Камил, приветствую. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Приятно быть в Казахстане. Здесь, в этой студии, кстати, мы второй раз. Однажды мы... Год назад. Да, в этом же помещении, но, по-моему, мы развернулись в ту сторону. Да, за столом мы сидели. За столом стояли. Тогда не было вот этого интересного логотипа, да? Да, это Найзадай, это направление одной из наших подкастов. Вот, и сегодня мы тебя с Нурбеком Карбала, вот он здесь тоже сидит, глава лиги Найза, пригласили. На самом деле я хотел, знаешь, с чего начать? Ты пытался считать, какой раз ты уже в Казахстане, потому что, вот если мне не изменяет память, первый турнир AMC, тогда еще Fight Nights просто, в Казахстане это был Асатрян против Жалгаса 2. Сколько раз с того времени ты был в Казахстане, если считал, конечно? Да, мне кажется, в общей сложности. Я и до этого бывал. И после. В Казахстане я раз, наверное, сейчас я могу сказать, раз, наверное, в 30-й. Серьезно? Но турниров, во-первых, было что-то около 5. Потом на футбол мы прилетали, когда был в Астане турнир Медиалига Казахстана. И плюс я к своим друзьям регулярно прилетаю. То свадьбы, то дни рождения. Да даже просто было. Давай на выходные в Алмату. Поехали. Поэтому я здесь бесчисленное количество раз. Угу. Это может быть после Махачкалы, Астрахани, Сочи и Санкт-Петербурга. Может быть, Алмата в топ-5 посещаемых мною городов вообще в жизни. Круто. Нурбек, а ты, кстати, на Fight Nights хоть раз был в Казахстане? В Казахстане? Да, вообще Нурбек один раз. Здесь был. А ты в России был на Fight Nights? Был. В России, в Казахстане, в Астане, помните, бой Асатрян Жалгас? Да, тогда. Это как раз первый же турнир и был. Это был первый Fight Nights 65-й, в Казахстане, по-моему. да. Проходил в Астане, на Астана-арена. Да. Да, на Барыс-арена, ну так скажем, да. Да, Астана-арена, кажется, тоже одно время Или называлось. Астана-арена он называется. Кстати, хороший турнир, он, многим мне запомнился. И тем, что первый был, и тем, что драматичные развязки были. Там же еще Кичигин с Хирамагомедовым дрались. И получается такой близкий бой. И у Асатряна с Жумагуловым близкий бой. Поэтому Жалгас и Вартан дрались в финале Гран-при. Они дрались в финале Гран-при. Тогда был Гран-при за 1 000 000 рублей. И Жалгас выиграл сначала у Артура Багаутинова. Не помню, у кого он выиграл в полуфинале. Сейчас не вспомню. А в финале он дрался с Вартаном. У индуса какого-то парня. Индус, кажется, был. По-моему, индусом у него был просто рейтинговый бой. Да. Здесь. В Алмате, да. В Алмате. Ну, я помню, что у него в Fight Nights был с Тайсоном Немом бой, с Али Багаудиновым, с этим индусом, потом Артуром Багаудиновым. С Тагиром. С Тагиром Уламбеком, Уламбеком, да, 5 боев. Не, много боев у него. У него еще, по-моему, какой-то бой был. Каждый бой. Он нормально, он у нас повоевал, скажем так. Потом UFC. Сейчас, я так понимаю, в основном ориентирован на Найза. Может быть, смотрит в сторону Азии, не знаю. Что-то я слышал про возвращение UFC. Но я в такие истории слабо верю. Ну, про возвращение, наверное, да. Ну, пока я слабо верю. То есть, это знаешь, как бывает. Кто-то бойцу говорит, ты сейчас подерись, мол, а там мы тебя снова подпишем. И он начинает делать осторожные бои. Потому что думает, что снова подпишут. Случаев, когда снова подписывали, мне кажется, это вообще исключение из правил, чтобы кого-то снова в UFC подписали. И какой был тогда смысл с тобой вообще расставаться, так если на то пошло? Могут, наверное, на замену. Да. Да, он там будет ждать после какого-то турнира, слетит там соперник с его веса, он подгонит вес и будет готов подраться. Ну, или надо быть фигурой, как Андрей Орловский, например. Ну, да. Который там в представлении не нуждается. А здесь, если брать Жалгаса историю, да, он там хорошие бои провел в UFC, довольно такие равные в целом, да, везде. Конкурентные. Но он не стал какой-то звездой для UFC, прямо скажем. И вес непопулярный. Поэтому я не верю в то, что его подпишут. Я еще и про Наримана слышал. Кто-то мне сказал, Нариман снова в UFC, неудачный там дебют на Дана Уайте. У него-то еще меньше шансов там оказаться. Он через Дана Уайт файт-шоу-то не прошел, по идее.
Да, через Contender Series он проиграл, хотя вот Исраэль Банфим, человек, который его победил, он сейчас идет на хорошей серии в UFC, и вот на UFC Бразил он опять очередную победу одержал. Нурбек, в 2017 году, когда был как раз бой Асатряна и Жалгаса... Это 17-й разве? Не 18-й? 17-й. 17-й или 16-й? 17-й год. Ты думал о том, что вот пройдет 7 лет, Угу. и вместе делаете турнир? Конечно, думал. Вот о том, чтобы типа такого не было, совсем не могу сказать, но прям чтобы уверенно, нет, наверное. Ну, я помню, на пресс-конференции мы задавали друг другу вопросы. Что так? Да. А ты подожди, ты скажи, ты вот на ИЗА когда начал плотно заниматься? Не, ну плотно это вот последние 5 лет, можно сказать. Вообще начал на ИЗУ? В 2013 году. Ну да, мне кажется, что тогда это все было так, на уровне по ходу дела, развлечения, братишкам дать подраться, еще что-то, да? Так же Нет, но бывает. на самом деле это был такой региональный социальный проект. Да. Ну, типа, у нас вот, видишь, в чем сошлись, помните, спорили по поводу этого? Хочешь драться, дерись в Девиза, Да. лозунга. Да. И когда это все... Вот мы назвали это на казахском, но это на русском в переводе то же самое. То же самое, да? И когда, как бы, ну, идея это понятна, да, типа вот ребят с улицы привлечь посередине, поставить, там, чтобы они там себе имена нашли, какие-то там, какими-то знаменитостями стали, заработали денег. Вот такая идея была в то время. И как раз-таки она была направлена вот на то, что как бы в том районе, где мы жили, проблемы были с этим. Ну, видишь, я, значит, Да. все правильно сказал. Дать братишкам подраться, в самом лучшем смысле этого слова, социализация людей через единоборство. Да, Я да. могу сказать, честно сказать, Fight Nights, он тоже начинался так. Ну, давай, что, мы сами из единоборств дадим пацанам из нашего же зала какой-то шанс и так далее. Бату всю эту историю как спортсмен-флагман там возглавил. А по сути, вот, чтобы вы понимали, в первом турнире, в самом первом турнире, это даже сейчас может вызвать там улыбку и удивление. У нас в первом турнире дрался Расул Мирзаев. Он что, на стройке работал, по-моему. Ну, на стройке он работал, он курьером. Это какой еще год? работал, значит. Это 2010-й. Расул Мирзаев. У нас на первом турнире дрался Зубайра Тухугов. У нас на первом турнире дрался Мурат Мачаев. То есть вот а там всего было 8 боев. И по ММА было, по-моему, всего 4 боя. Вот представьте, что 3 человека из подравшихся за этот вечер, в принципе, сделали себе имя в единоборствах, да? Расул, Зубайра и Мачаев. Один дрался в UFC, один дрался в Беллаторе, один в итоге в Америке не дрался, но стал довольно популярным бойцом на постсоветском пространстве. Вот такой тоже сначала. Они просто с нашего зала все. И мы подумали, а что далеко ходить, вот, ребята. В 2010 году с Расулом Мирзаевым участвовали на Панкратионе, на мире. На мире, да? Вместе, да. Потом вместе поехали на Всемирные игры в Пекин. А, вот, кстати, на Всемирных играх на Панкратионе он стал вторым. Да. Я помню. А ты как подрался? Я на мире третьим стал, на Всемирных играх 4-м или 5-м таким. Там в рубашках, да? Да. Таких как? Это традиционный Панкратион. Да, где и он лицо не такой бит. немножко для наших людей сложно. чуть сложный. Очень сложно. Да? Там специфика в правилах. И больше. травматично, и сложно. На тот момент был. Почему? Потому что дистанции не было вообще, в лицо не бьют руками, и ты прям подходишь, как в карате, вот этот, как его? Кёкушин, прям как Кёкушин, и прям там лау, ноги об друг друга стукались, и мы вот в основном ноги травмировали там. Вот. Ну и борьба была. Борьба в партере, можно было держать, позиции брать, там, забивать в корпус. Ну, такая. Побеждали в основном те, кто в этом виде спорта уже довольно давно, и они, наверное, специфику правил знали и так далее. Вот, Так же обычно бывает. Да, кто хорошо боролся, и вот двигался, челнок особенно, у кого хороший был. Расул, помню, он чемпионом мира на мире стал, а уже там, да, на Всемирных играх проиграл. Там еще Андрей Корешков выступал. Андрей Корешков выиграл, чемпионом стал, и Всемирные игры выиграл, кажется. С Дагестана такой парень был в моем весе, Майнду. Майнду вот чемпионом стал. Я Майнду тоже помню. Да. Он дрался. И этот, Гузев, помните? С Украины парень. Конечно. Он дрался. Слушай, а на первом турнире Найза же дрался Жалгас как раз. На первом турнире, да, 2013 год. Наверное, это его, первый бой вообще в целом карьере. Да вообще, если сейчас начать вот искать какие-то взаимосвязи между выстлением бойцов в разных промоушенах, можно просто удивительные найти сюжеты, Да. просто удивительные. Там иногда даже я вот смотрю там, например, послужной список бойца, думаю, когда он вообще вот это-то успел. То есть много таких эксклюзивов. Да, вот там, я помню на Лаш Прайде, например, Мариф Пираев
дрался с пацаном. То есть многие вообще не помнят, что Мариф Пираев вообще на Алаш-Прайде дрался. Да? Ему когда задали вопрос, когда ты уже в Казахстане подерешься, он говорит, да я дрался уже в Казахстане. Я сам привозил его, он дрался на Алаш-Прайде. Потом Венер Галиев. Не знаю, вы вспомните или нет. Знаешь, что он дрался с Адилем Барамбаевым? Да, конечно. Да, здесь, этот да? бой я видел. Ну, видишь, а вот в России, например, многие там уже и не помнят эти сюжеты, потому что тогда в Казахстане ММА развит очень был, но на России особо это не транслировалось. Мгм. И вообще ММА в Казахстане по состоянию на 2010-2011 год сильно опережал российский. По своему вообще, по взглядам, по истории. Здесь, например, мы приехали, я посмотрел, как прокачивали бои. То, что, например, там, как бойцы там, продавали, например, свои события. Мгм. Вообще это было намного более продвинуто, чем в России, я вам так скажу. Сюда быстрее все пришло. Потом какой-то, как мне показалось, застой. В России начало сильно развиваться. И казахстанские бойцы уже на местные промоушены смотрели так уже, как на мясничковые лиги, и все стремились в Россию попасть. Ну, да. Сейчас потихоньку опять ситуация, смотрю, двигается здесь. Ну, например, организация Алаш Прайд, ей так много лет, что она могла уже за это время 10 раз закрыться. Но она же все равно Да, развивается, работает и так далее. Найза появилась. Потом, что-то я, наверное, ошибусь, куда-то делись ребята, Рух, Файтинг. Ну, они просто ушли в поп-ММА, они же начинали с Чапалах-шоу, вот с то, что, ну, пощечины. Да. Вот сейчас они переформатировались в поп-ММА, но, в принципе, поп-ММА они делают. Чапалах шоу здесь Здесь как запретили может уже. быть вообще? Ну, было сначала. Какой-то момент. Было. Я даже, честно сказать, не помню то, что говорит Миша, но слышал, что было. Было. Вот они переформатировались в ММА. В плане промоушенов, проведения здесь, ну, нужно отдать должное Алаш Прайду, это его заслуга, то есть какие-то определенные моменты такие, знаешь, вот и я помню, что там в России таких турниров я на тот момент не наблюдал, Конечно. когда здесь проходили там, ну, со зрителями. А, еще был этот, вот прям в таком крутом западном качестве, Кунг-Лун такой залетал. Кунг-Лун Это и китайцы. Титан. Да, но это, Ардак Назаров проводил. это, получается, китайцы Да. пришли сюда, сделали, потом Кулун куда-то делся, его и нет, по-моему. Нет, они сейчас что-то возрождают. Да. Мне звонили по кикбоксингу. Ну, получается, вот по состоянию на сегодня. Значит, есть Найза, Алаш Прайд, Рух. Не, из ММА промоушена 3 промоушена, это, ну, есть даже 4, который так редко-нередко проводят. Это вот, допустим, Найза, Алаш Прайд, Октагон, Мирген Файт есть такой. Ну и Рух. Рух просто у них, знаешь, больше там Или они как съемка для... Да, чисто YouTube. Ну, если Рух говорит, тогда и Намат есть. Да, намат это кулаки в ММА-перчатках. Ну, почему давайте ММА тоже проводит? То есть это такие больше, как сказать, поп-ММА. Да. А у вас, я слышал, какое-то здесь было движение запретить поп-ММА. Оно часто проходит, вот, и мне кажется, сейчас... На самом деле оно даже и не разрешено, если так по сути взять. Если сейчас вот прям уходить в точку... Юриспруденцию, допустим, уходить там и в плане разрешительных документов, вообще нет документа, который регламентирует поп-ММА в целом. А есть документ, который регламентирует ММА в целом? Есть. Есть, да? Есть федерация. Есть федерация, да, есть федерация, которая относится там... Ну, на самом деле, если так взять, это тоже любительская федерация, но есть аккредитация, где там и профессиональные, да, виды спорта. И вот сейчас, сейчас работают над этим, и в целом и федерации работают, и сами промоушены хотят это все сделать, упорядочить, чтобы не было такого ажиотажа. Что в России этот механизм, он недоразвитый. Ну, я думаю, здесь то же самое. Есть чем сравнить просто. Нет, у вас хоть как-то, потому что даже вот при подготовке здесь турнира я знаю, что все равно федерация, она так или иначе, опосредованно, неопосредованно, она принимает участие. Да, конечно. Принимает какие-то документы, там, чем-то занимается. В России вообще такого нет. В России Союз ММА на данный момент никак не участвует в организации событий. Ни формально, ни фактически. Но есть с чем сравнить. Давайте возьмем бокс, например. Без Федерации бокса России ни один человек в России в ринг не выйдет. Ну и кулачка тоже самое, они же взяли под себя ее. Ну вот. Невозможно сейчас организовать турнир. Ну, это правильно, я считаю. Порядок. Абсолютно правильно. Но это, во-первых, в любом деле, особенно высоко рискованном, должны быть ответственные. Ну, или там крайние. Давайте прямо скажем, да. То есть мы, с одной стороны, с тобой, как функционеры, должны сказать:
Да зачем это надо? Мы тут, кто в лес, то по дрова. Так же? Ну, но да. мы, как граждане своей страны, мы должны называть вещи своими именами. Нам, конечно, легче было бы. Делай, что по кайфу, да? Мгм. Хоть на саблях бейся там в клетке, но Ну, надо... такое тоже было. Да, надо, на самом деле, регламент должен быть. Должна быть социальная ответственность определенная, вот наша перед, в целом, перед обществом, да? Ну, просто хорошо, да, что есть какие-то регламенты, которые там обязуют какую-то скорую помощь на турнире, вот все вот это, врачей. Это действительно хорошо, но, с другой стороны, много ограничений, которые, возможно, не всем нужны. С точки зрения, допустим, бизнеса, ну, антимонополии и вообще закона о предпринимательстве, наверное, много таких неправильных вещей в сторону промоушенов, как промоушену, кажется, происходит. Но на самом деле, если один раз упорядочить это, после этого сделать какой-то определенный календарный план гибкий, ну, там, исходя из ситуации, исходя из, как говорится, места и так далее, и так далее. Когда это все узаконится, все упорядочится, я думаю, нормально, проблем не будет. Ну, и в плане там налогообложения и так далее, и так далее. А обычно у этих... Я думаю, что мы для любителей перчинки завели довольно скучный разговор, но он тоже нужен. Как бы не было. И можно вот сейчас вот последние тезисы как бы, да, и завершить. Этот механизм работает, когда в принятии решений вовлечена в целом группа рабочая, в которой есть представители каждого из пластов. Есть профессиональные промоутеры, есть там чиновники от спорта, есть представители федерации, и даже бизнес где-то в какой-то степени, может быть, если есть, да, и регуляторы. Тогда все работает. Проблема просто таких, скажем так, регуляторов, да, вот, я не знаю, там, федераций, в том, что решения принимаются без участия всех остальных, довольно однобоко, и поэтому всегда кто-то недоволен. Ну, невозможно сейчас рассказать, как должны профессиональные промоушены в России работать, не пригласив там условных там 3-4 камилов, и не посадив, и не сказав, ребят, а как оно должно быть, давайте обсудим. Иначе нам будут просто говорить, надо вот так. В Казахстане, уверен, плюс-минус такая же ситуация. Не может федерация сегодня, не приглашая там Нурбека, еще кого-то, не сажая их за стол, вместе не вырабатывая какую-то стратегию, но не может федерация это все регулировать, это неправильно. Ну да. Должен Особенно быть в профессиональном коллектив. виде спорта. Давайте причинки добавим. Давай. Просто сейчас пришла мысль. Прошлый турнир, громкий, Fight Nights, стал громким, потому что был спор с Артемом Резниковым на $10 тысяч. Я не говорю про сумму конкретную, но дерется экс-чемпион Найзы и экс-чемпион AMC Fight Nights. Может быть, стоит поспорить на что-то, кто победит? Молодец, Миша. Миш, молодец. У нас тут только, знаешь, что проблема? Резников... Нет, мы сейчас не отказываемся, я рассуждать начинаю сразу вслух. Резников забрал деньги И больше нет? уехал. И мы его больше не видели. А мы тут с Нурбеком из кармана в карман, по сути, перекладываем. Вот. Но мысль хорошая. И можете это назвать... Кому-то нравится слово «спор», кому-то нравится слово «пари». А мы назовем это слово там «прогрев». Да? Можем прогреть. Веришь, мы 2 часа назад с Нурбеком говорили относительно шансов в этом бою. И каждый из нас может высказаться, и закончить все это можно каким-то рукопожатием. Нурбек. Но если особенно у вас разное мнение, мне кажется, это будет Нурбек, интересно. твой выход давай. Ну, знаете, уже как бы и Нариман, и Фаниль стали близкими такими, да, и видим мы их силу, и видим боевой потенциал, но мне кажется, сегодня Фаниль сейчас на подъеме. Фаниль на подъеме. И вот кто-то там, допустим, говорит, типа там каком-то пару процентов в сторону Наримана, мне кажется, Фаниль сможет забрать этот бой. Ну вот, видишь, у меня мнение другое, но при этом оно менее обоснованное с точки зрения фактов и цифр. Я его выскажу, вот, и зато есть теперь предмет для спора. Попробую сейчас сказать, почему менее профессиональное. У меня все мои ощущения связаны... Я помню Наримана, а про Фанилия я просто знаю. Да, про Фанилия там писали, говорили и так далее. А Наримана помню. Я не видел 2 поединка Наримана после возвращения из Америки. Угу.
И это тоже важно, потому что есть такое мнение, что он на спаде. Он подрался на Найза, выиграл. Каныбека, да. Ну, там сложный бой был, вот тряханули. Да, сложный бой. И потом проиграл Али Абдулхаликову. Здесь в защиту Наримана скажем, что Али очень сильный спортсмен, один из самых недооцененных бойцов вообще в СНГ. Ему давно бы уже в UFC, он бы там наломал дров. Но как бы ни было, он ему тоже проиграл. Проиграл довольно односторонне, как я слышал. И поэтому я там того еще Наримана помню, который вытаскивал из себя интересные сюжеты. Поэтому мне кажется, что он фаворит. Тоже осторожно скажу, не то, что там односторонне, но он фаворит с небольшим преимуществом. Можем все это дело миллионом тенге закрепить. Все закрепили. Да, Миш, Режь. разбивай. Значит, проигравший... С тебя лям, Миша. Проигравший достает 1 000 000 тенге, а благие дела, на которые мы там их потратим, это мы уже решим. Ну, то есть у каждого в голове есть... Я скажу так, если я этот 1 000 000 тенге выиграю в споре у Нурбека, этот 1 000 000 рублей из Казахстана не уедет. Уже в рублей превратился? 1 000 000 тенге. Потому что это две разные вещи. Тенге, да. Уже Нурбек немножко вспотел, Мы в Казахстане, цифра звучит солидно, я считаю. Деньги, на которые можно делать благие дела. И, повторюсь, эти 1 000 000 тенге из Казахстана не уедут. То есть я не увезу их там в Россию и прочее. Нет, они останутся здесь, если я выиграю. Но нурбековские, они, само собой, наверное, в Казахстане останутся. Все, у нас уже есть заголовок «Спор на 1 000 000». Да, все. Но это не профанация, это реальный спор. Мы не... Ты, видишь, нас не готовил, но почему бы нет? Мнения же разные у нас. Неожиданно, да. Я считаю, чуть Нариман фаворит. Не, однозначно, но в целом по статистике, по именам, которые выиграл Нариман, это понятно, но я говорю на сегодняшний момент. То есть у меня ряд таких поединков. У тебя больше информации. Можно мой телефон попросить кого-то из коллег? Да. И мой телефон возьми желтый, пожалуйста. Да. Мы сейчас... Вы уж хотите закинуть меня на Каспий? Не, мы сейчас... Вот и Каспий, да? Чтобы у тебя лежало. Мы сейчас звоним Мариф Пираеву. Созвонились с ним, просто мы, естественно, с Нурбеком не можем не поговорить. Поговорили, позвонили Марифу, ничего ему не стали погружать. Его говорим, будь готов к звонку. Тень Марифа витает в любом случае над... Этим боем, да? Так же, да? Если он, конечно, сможет сделать 70 килограммов когда-нибудь. Нет, он не будет. Нариман уже согласен на 72. Но не больше, да? Ну, не больше. Он говорит, я вешу 75. Но мне кажется, это немножко так не соответствует действительности. Сейчас мы это с Марифом активно Может, одну обсудим. камеру как-то взять и записывать Марифа? А мы сейчас, если он сейчас возьмет, я ему на видео звоню. Салам алейкум. Валейкум салам. Мариф, мы в Алмате, Нурбек Карабала, Михаил Краймер и твои казахстанские фанаты, которые есть наверняка как в этой комнате, так и в эфире. Я тебя на камеру направил. Да, вот, Камил, за тобой камера, ты можешь разговаривать. Вот, друзья, это Мариф. Да, Мариф, обсуждаем бой Фаниль Рафикова и Нариман Абасова. А, кстати, Нурбек, ты с этого желтенького нет, нас снимай тоже. Все. Вот. И у нас 2 вопроса. Вопрос первый. Вопрос на 1 000 000 первый. Да, у нас же спор на 1 000 000. На твой взгляд, кто победит? Нариман или Фаниль? Блин, очень интересный бой. Я думаю, 60-40 Нариман. Но, я думаю, Нариман за счет опыта, наверное, скорее всего, выиграет. А так, я думаю, бой будет непростым. Я думаю, Фаниль даст, тем более в родных стенах он, такой, я думаю, за счет опыта, наверное, скорее всего, Нариман заберет. Ясно. В принципе, очень такой равный бой. Камил, чтобы уравнять, было не 60-40, а 50-50, может быть, Мариф какой-то даст совет Фанилю? Да, можешь совет дать Фанилю какой-то? Какой бы совет ты дал Фанилю? Ну, давай так. Я, если честно, Фаниля бои так не видел, но я помню одно, что когда-то Фаниль хотел со мной драться, он какие-то вызовы кидал. Мне было бы, например, интересно, кто в этом противостоянии выиграет, с этим человеком подраться. Вот Фаниль я видел, хотел со мной. А так, Камил, я готов с ними 2 за 1 вечер. Открыть касс и закрыть.
Итак, несколько важных заявлений. Во-первых, ты же хотел для Фаниля мотивацию. Если раньше было 60-40, теперь Фаниль. Если ты выигрываешь этот бой, то твое желание подраться с Марифом, оно обязательно сбудется. Мы осенью можем повторить. Правильно, Нурбек? Это раз. Второе. Мариф готов драться с победителем этого боя. И Мариф гипотетически готов драться с обоими в один вечер. Никакого неуважения, я правильно понимаю, это просто расчет. Да, чисто спортивный интерес. Главное, чтобы функционалки хватило. Да. Не было, как в прошлый раз. Такого еще тем более не было, Камил. Теперь вес, смотри, Мариф. Мы все видели, что с тобой было, когда ты согнал 70. Да. Этого уже больше не будет. Нурбек, Фаниль на какой вес согласится? Я думаю, 72, 73 может. Как адвокат Фаниля, не сделает. Как адвокат Фаниля скажу, что с Марифом он согласится в 77. 77 даже, да? Окей, Миша чуть больше знает про это. То есть Фаниль согласится подраться на 77. Нариман пока говорит про 72, но это уже компромисс. Уже там какой-то шаг навстречу, да? Хорошо. Ну да, насчет Наримана я скажу так. Да, мне этот бой очень интересен. Этот бой многие ждут. Я вот где бы не был, даже я вчера там в бане был, и все спрашивают, ко мне подходят, что там ты не восстановился, когда у тебя реванш? Я говорю, если он этот бой 18 числа выиграет, и если Камил и со стороны Наримана, к общему придут, то этот бой обязательно состоится. Это на самом деле очень интересно. Да. Но я не собираюсь за Нариманом там бегать, просить бой. Я думаю, это и в его интересах. Это на самом деле, многие этот бой посмотрят. Согласен. Очень интересный бой. Если он согласится 75 килограммов, я готов. Я думаю, это отлично. А если проиграет, то, соответственно, он становится... такой Нариман тебе не нужен, правильно? Да, согласен. Может... Окей. Для галочки. Закрыть этот вопрос. Может, Мариф, давай мы тебя тоже тогда попросим быть готовым завтра, 18 мая, быть готовым, и, может быть, тоже после боя включить в прямой эфир Марифа. Да. Мариф, смотри, у нас по Казахстану где-то в 23 часа, то есть по Москве в 9 вечера закончится бой. Мы тебе будем сразу звонить. Все, я на связи, я этот бой в прямом эфире буду смотреть. Все, договорились. Все. Мариф, спасибо. Держимся. Александр. Давай. Есть. Давай. Что-то хотел в конце сказать. Теперь вот тем, кому не хватало перчинки в самом начале, есть уже как минимум 2. Я хотел с тобой, Камил, и с Нурбеком тоже поговорить про другие имена. На самом деле много же классных имен есть в Fight Nights. И сегодня, на 18 мая на турнире будет разыгран новый пояс, объединительный. И я правильно понимаю, что он открывает двери к боям с чемпионами. Во-первых, Александр Сарнавский с твоей стороны, Магомед Кабардиев с твоей стороны. Там 70 Кабардиев уже чемпион, да? 70 в Найзе и Сарнавский в 70 в Fight Nights. Абсолютно к этому открыт. К моменту, когда может случиться совместный следующий турнир, может, конечно, Сарнавский пояс защитить, а может и потерять, потому что в начале сентября он дерется с Ахмедом Алиевым. Все может быть. Шансы там многие оценивают как 50/50. Но это точно что-то новое. И я считаю, что за этим в том числе и будущее. Я давно говорю о том, что объединительные бои, поединки в формате чемпион против чемпиона и так далее, они нужны. В Таджикистане, как только появился, у них там тоже свой союз ММА, да. В принципе, у них разрешили ММА, и появился там Нуруллаев, много кто. Может быть, в Монголии то же самое, может быть. Недавно только относительно 3 или 4 года тому назад разрешили вообще в целом ММА федерацию открывать. Да, Монголии-то... я понял, о чем ты говоришь. Может, они как-то ММА, вообще не жаловали, да? Да, например, вообще запрещают проводить турниры, как ты говоришь. Что бывает, есть такие страны, где акцент поставили на 3-4 вида спорта. Думаю, Монголия там дзюдо, да, очень активно, хорошо борются в дзюдо. Неудивительно. Да. А другие какие-то виды спорта, может быть, конные и так далее. И в целом... не все, что со стрельбой, с конными, с стрельбой из лука связано. Еще один пример, кстати, удивительный в плане ММА, это Азербайджан. Угу.
Обратите внимание, что в Азербайджане нет ММА. Кроме Наримана никого не знаешь. Честно. Ну, бойцы-то отдельно взятые еще ну, в целом есть, говорю, да. но там, ну, например, Тофик, да, сильный. Тофик Мусаев. Да, Тофик Мусаев. Сильный. Да, есть. его тоже знаю. Пацаны-то есть там, может, 10-15 человек. Сейчас вот начнем вот вспоминать на нем. Вопрос в том, что там внутри Азербайджана нет ММА вообще. Миша правильно, наверное, сказал, будет так, что типа вот законом как-то зарегулировано так, что... в Азербайджане точно, потому что я знаю, что когда провели Райзен турнир, просто Министерство спорта сказало, что это вот один турнир в год есть, больше не надо. Да. Смотри, это да. Это мы к факту, да, что есть факт, запрет. Теперь же вопрос, почему запрет? А запрет, потому что на государственном уровне, я так понимаю, на уровне там министра спорта, а там, глядишь, и повыше, решено, что, скорее всего, ММА это слишком... это такое вольнодумие. Это там американщина, да? Это создание неконтролируемых потом лидеров общественного мнения. Да? Ну, может быть, на примере других стран. Они посмотрели, они подумали, нам это зачем? Это глупо, так размышлять. Но это политика государства. Вот есть, например, дзюдоист. Дзюдоист же как? Известный дзюдоист – это в любом случае член сборной страны. Правильно? Соответственно, там носитель флага. Он там может поехать на Олимпиаду только если государство ему поспособствовало. Да? Он приезжает, первым делом он куда идет? К президенту, правильно? А ММА-боец – это такой джентльмен удачи. Он там в Америку уехал, с Америки что-то записывает, да, там, как по кайфу двигается. Вот так. Поэтому я думаю, что там в этом плане осторожно. Ну и ММА это для молодых, просто действительно, может быть, уже, знаешь, там все закореневшее такое, вот как и там греко-римский папа, он говорил, что ММА это не спорт, вот часто его осуждает, вот при этом... Греко-римский что? Римский. Греко-римский. Греко-римский папа. Все, понял. Ну, вот. Да. Он говорит, что... Авторитетный человек имеет, как говорится, право так просто говорить. он вообще не видит это как спорт, а на самом деле сегодня ММА это спорт. Давайте такой в же, как историю все остальные. войдем. 640 или 630 какой-то год до нашей эры Олимпиады возглавлял вид спорта панкратион. Да. То есть Аристотель, насколько я помню, Сократ являлись чемпионами Олимпийских игр по этому виду спорта. Ну, панкратион тогда это тот же ММА сегодня. Ну, вот и все. По сути, да. Да. Оттуда и потом, я так понял, что, не знаю точно, но какие-то разделения по отдельным видам спорта с этого спорта и пошли, по сути. Как-то отменили, а потом сделали так. Федерация борьбы же в России-то, она так или иначе культивирует ММА через панкратион. Потому что панкратион входит в Федерацию борьбы. Да. А панкратион, ну что, давайте как есть говорить, это тот же ММА, ну, ты правильно сказал, в чистом виде. Да? В чистом виде, да. Просто там другие правила, ну, в смысле, по временному отрезке, там раундов нету. Ну, это условно. Да. Давайте еще немножко про турнир поговорим, чтобы просто те, кто нас смотрели, захотели и купить билеты, и прийти туда. Хочешь начать с бойца? Он из прелимов, но все равно, мне кажется, интересный. Это Бабуль Цулоев, человек, которого, я так понимаю, ты открыл. Я вчера с ним успел поговорить, и, во-первых, он связан с борьбой, потому что очень фактурный парень, и я очень хотел, чтобы он пришел на взвешивание завтра, выкрашенный в зеленый цвет, как он сделал у тебя на турнире. Он сказал, что все, в этот раз не буду, и, походу, больше вообще никогда не буду этого делать. Серьезно? Осудили ингуши, наверное, да? Мне кажется, что да. Вот как ты к этому относишься? А в целом, он же, смотри, вот так, если разобраться, вот, как на все посмотреть? Если уж на то пошло, то в том, что он покрасил свое тело в зеленый цвет, запретного даже меньше, чем то, что он просто вышел с голым торсом. Он, другими словами, он краской там торс закрыл, да, создал некий аналог одежды. Ну, так, если, знаешь, немножко покреативить. Вот. Ну, осуждают Бабули, но этим он запомнился, боем он не запомнился, пока еще толком ни одним. Да, он доминирующий в манере выигрывает. Сейчас посмотрим, как у него будет с иранцем. Это вообще его Элес ведет, Индиев, а это же, по сути, Айлес близко дружит с Амиром Урадовым. И вот они как-то его подхватили, начали вести. Мне эта история очень симпатична. Но есть главный вопрос. Когда он получит конкурентный бой? Каратицкий, его соперник, вот крайний,
Да, вот. Ему не дали накраситься, но в зеленом фоне подали. Я вчера попросил, чтобы... И очень красиво получилось. И Его подсветили. мне потом можно эту фотографию? Да. Она на Она на Найзе Найзе есть, есть, да. Здесь же какой момент? Рано или поздно у любого проспекта возникает момент, когда к нему появляются вопросы. А с кем ты дерешься? Так же? И проспект либо превращается в грозу булочек, да, местный домашний проспект, домашний чемпион, либо получает признание. Вот постепенно Бабулик приходит к боям, в которых он получит признание. И стиль, вопрос стиля. Бороться же тоже можно по-разному. Можно просто тейкдаун и там заодеялил, а можно делать интересно. Посмотрим, как будет завтра, послезавтра. Если у тебя будет возможность с ним встретиться сегодня, то ты все-таки попробуй переубедить. Ну, я задам вопрос. Я, конечно, не... Например, я наперекор мнению там тысячи, может быть, его там земляков, которые ему там, может быть, сказали, так не надо. Я же не пойду наперекор их мнению, но свое выскажу. Давай про другого бойца, про Алиби Идриса. Ты про него знаешь больше. Человек, который 2 раза защищал титул Лиги Найза, в итоге отказался от него. Сейчас просто дерется в рейтинговом бою. Пару слов про него, про соперника. Хороший опытный соперник с рекордом 10-2. Сантос. Я думаю, знаешь, вот такое Алиби все время везут... Даже я это особо не контролирую. Я когда говорю матчмейкеру, я говорю, найди сильного. Найди сильного. Вот знаешь, в чем прикол? Вот есть такие бойцы у нас в лиге, с которыми реально не все хотят драться. Ну, прям очень сложно найти соперника. И вопрос не в деньгах, а вопрос прям, желания людей, да, там. Видят, смотрят бои, смотрят на рекорд, смотрят на его уверенность, смотрят на его поведение. И отказываются в основном. И в основном бразильцы. Терпеливые, крепкие бразильцы. Это его 3-й бой с бразильцем. Бирцао должен пройти 18 мая. И посмотри, до этого 2 поединка. Ты их комментировал, видел. Там был участник Dynamite Contenders, который выигрывал, кстати, Contenders. До этого был парень с нулевым рекордом. То есть у них одинаково был 8-8. С 0 поражений. Да, 0 поражений. И вот Алиби там, я помню, все 3 раунда. Это на совместном, кстати, турнире с Урал FC бил. Я тоже про Алиби слышал. Историю... А почему он пояс оставил? Есть парень, сегодняшний чемпион, это Диас Ерингаев, они тренируются в зале. Но основа, наверное, скорее всего, они оба тренируются в одном зале. Этот парень, кстати, Диас Ерингаипов, если по Fight Matrix смотреть, если обращаться к этой статистике вообще в целом, он сейчас после последнего боя японца выиграл и на 30-е место поднялся. То есть до этого был 50-м. То есть, можно сказать, UFC, когда там рейтинг смотрит, они на него внимание обращают. 57, да, вес? 57 килограмм, да. И парень, на которого очень такой скромноватый, но у него такая большая фан-база детей. Он тренер у себя там на районе, в городе. И такой интересный боец. Очень... Его выиграть, сложно. Может быть, где-то даже людям покажется скучными его поединки, но броски хорошие, там, через 2-й этаж и так далее, и так далее. И вот в его пользу он отказался от титула, отдал ему, дерись, а сам начал продолжать 3-раундовые поединки. 3 раза защитил пояс Найзы, Алиби, забрал 3 пояса. Кстати, я рассказывал эту историю. 1 пояс отдал в этот... Да, аукцион был. 24 миллиона тенге купила девушка Мальдор со Астаны в пользу благотворительности этот пояс. Очень дорого стоит. Да, я говорю, что... Кому так повезло, интересно, да? У кого квартиры нет, они в пользу у них квартиру купили на эти деньги. Там есть такой фонд Асаруме, именно помогает тем, у кого квартиры нет. И вот там это все замутили. И Алиби, уже когда у него был там 7-8, он мне говорил, все, у нас же как, пацан выигрывает, и все, UFC. Я сам был, знаете, так, чуть сомнения у меня были. Я говорю, надо еще окрепнуть морально, физически, там, медийно. И вот сейчас, уже вот после последнего поединка, я, увидел в нем такого, да, вот парня, который может сейчас. И вот сейчас он подписал контракт совместно с Paradigm Sport, это менеджмент Конора Макгрегора непосредственно. Они прям заинтересовались им. И вот это его, можно сказать, знаете, он здесь рискует тем, что соперник реально сильный. И все равно идет в руку, говорит, давай, ехал, я здесь подерусь, и потом поехали. Смотрины будут. Смотрины будут. Они будут смотреть этот бой. Угу. Кто лучший в Казахстане боец на данный момент? 57? Нет. Вообще? Шавкат.
Ну, интересно было, мы одинаково думали или нет? Да. Шавкат. Ну, я должен был сказать, конечно... Шавкат лучший в спорте. Да. Я должен Дальше был кто? сказать Артем Резников. Дальше кто больше? Артем Резников. По боям? Я ангажирован, но да, Артем. ММА? Да. После Шавката кто? Есть еще Асол Мабаев, он тоже Артема в не UFC. считают сильным бойцом в России. Ну, Считается, что Артем выиграл у... Юсуф Раисов он победил. Он победил Кошкина Андрея. Ну, вот по этим двум боям он хочешь, я тебе очень сильно известен. Да, я тебе просто отвечу. Юсуф сильный боец. Наверное, у них бы, если бы они там 10 раз подрались, может быть, было бы там 5-5, например, да. Но ощущение, что Юсуф Раисов уже равнодушен к боям, лично у меня давно уже возникает. Юсуф Раисов, если бы там 4-5 лет назад, когда он был предельно мотивирован, попал бы в UFC, например, он был бы довольно обсуждаем. А после того, как этого не произошло, и стало ясно, что уже не произойдет, мне показалось, что Юсуф уже просто спокойно там дерется за хорошие бои, хорошие деньги. Он же у меня тоже выступал, там с Лехой Махно дрался и так далее, да. Вот. Это я сейчас к уровню оппозиции. Андрей Кошкин тоже. Там хороший боец, там не такая стабильная суперзвезда. Бой с Эдиком Вартаняном многое показал. Он показал, что на самом деле Артем с людьми, которые на другом уровне двигаются, не имеет практически шансов на победу. Не думаете, что это спад был у Артема на тот момент? У всех бывают неудачи, да. Бывают, да. Знаете, знаете, что подтвердит или опровергнут слова Камиля? Вот следующий поединок Артема. Сколько у него будет? Очень я хочу посмотреть. В целом, Артем был в очень хорошей форме с Юсуфом Раисовым, с Кошкиным и до этого. Вот, конечно, последние поединки мы прям, знаешь, вот так... Ну, прям... Вот что, Коков хорошо. Экс-чемпион Исей. Бой двух борцов. Давай так скажем, да. Здесь же, почему я говорю про Эдика и про таких, как он, что они на другом уровне. Он и борется, и стойка хорошая, и функционалка, там все, понимаешь? И вот эта угроза, которая постоянно была, она, мне кажется, и лишила Артема сил. Поэтому я говорю, что когда приходят ребята, возьми топов UFC, там уже нет таких однобоких бойцов, которые хороши в борьбе. Да? Они хороши во всем. Вот, Эдику-то вообще давно туда пора. Поэтому я все равно Артема считаю хорошим бойцом среднего уровня. Хорошим бойцом среднего уровня. Ну, вот, допустим, до проигрыша... Последние два боя он проиграл Вартаняну и Багову. Вартаняну. До проигрыша... Багову последний бой, да? До проигрыша Багову все-таки Артем здесь, реально, после Шавката второй был. Так всегда бывает, когда ты не столкнулся с этим. Ну что, бой с Баговым, что? Ну, это же... Там все быстро закончилось. Плохая была весогонка у него. Нет, все время есть какая-то причина. Плохая весогонка, это же, знаешь как, если ты плохо гоняешь, тогда дерись в следующей весовой категории. Я согласен. Но ты залезешь в 77, там у тебя вообще в пух и прах разобьют, к примеру. Поэтому здесь тоже... как часто говорят, вот он не согнал там и так далее. Ну, значит, это не твоя категория. Ты пытаешься обмануть, по сути, да, за счет габаритов, за счет физической силы. Делись тогда в своем весе, а там сколько у тебя шансов? Это как Мариев, который попытался выиграть у Наримана, согнав там до 70, там, 20 килограммов, понимаешь, и таким образом стать лучшим в легком весе. Но это же не совсем правильно. Его вес 77. Сиди тогда в этом весе и доказывай там. Там он тоже может. Вот его бой с Куатом, например. Поэтому почему, например, вы не называете ребят, которые там прорвались в UFC, дерутся, или они тоже еще... Нет, вот Асу Алмабаев. Хотели назвать Асу Алмабаев. Я считаю, что сегодня, да, если считать два последних проигрыша Артема Резникова, до этого было так. Был Шавкат и был Артем Резников. Сейчас, после двух поражений и двух побед Асу в UFC, вот это как раз-таки то, что вот показало стабильность. Вот и все. То есть сейчас человек, который, пардон за фразу, с треском проиграл два крайних боя, называть вторым в Казахстане, не очень уважительно по отношению к казахстанской индустрии ММА. Давайте так Можно скажем. Я пошучу, что... Вот, если он у Коку выиграет,
Тогда давайте считать, что Артем вернулся вот в топ-3, да? Я про это и говорю, да. Я Да. про это и говорю, что вот следующий бой покажет. Тут даже дело не в физической форме, а для меня очень важно ментально. Насколько вот бывает, помните, Андерсон Сильва с этим, Крис Вайдман, да? Крис Вайдман? Ногу сломал. Нет, первый бой. Уклоны такие, знаешь, стойка такая, все. Бак, удар попал, все, следующий бой другой. И вот это же психология, и надо посмотреть, Артем будет как он в следующем бою, какой он будет в следующем бою. Если он обратно войдет в ту форму и в то психологическое состояние, которое он был с Юсуфом Раисовым и другими бойцами, я думаю, тогда мы Артема еще увидим, потому что у него есть потенциал. 71, у него хороший потенциал, борьба, хорошо сажает. Согласен. У него очень хорошая борьба и физическая сила для 71. Да. Но когда вылезает другой такой монстр, Али Багов, да, сразу смотришь, думаешь, ничего себе. Сейчас забью, хочу посмотреть. Артем в свое время нами воспринимался как такой крепкий казахстанский боец. Он здесь на Алашпраде еще дрался, помните, да? Выиграл, проиграл, а потом как будто такой пошел хороший взлет. У него в ACA было 4 победы подряд, до этого в Алашпраде у него была тоже серия. Он же еще и такой медийный сам по себе. Ну да, очень. Да, за счет этого он нормально качает. Я хотел пошутить, что ты так к нему относишься просто потому, что проиграл сам ему $10 тысяч. А, кстати говоря, так отношусь, а как отношусь? Я на самом деле отлично к нему отношусь, шутка. Да, так если разобраться. Я просто стараюсь быть объективным. Где спорили? 10 тысяч. На бой Сарнавский Сулум. Все. Он за Сарнавского болел уже? Да. Он же его лучший друг. В одной клубе тренировались раньше. Я просто стараюсь быть объективным. Вот он, когда дрался в весе, в котором ему не надо было гонять, смотрелся плохо. Проиграл Цареву, проиграл Арышеву. Да, он 84 твоим... Да, проиграл вот Данияру Бабакулову, проиграл Рузибоеву. То есть, это не его. Вот в том весе он смотрелся плохо. А потом он, видимо, нашел правильный режим, стал драться в 70, и в 70 начался его взлет. Здесь он попер. Кстати говоря, взлет его начался на турнире Fight Nights Global 80. Ребята. Да, все связано. Прошу любить и жаловать. У Мусы и Еркинбекова он выиграл, Артем. Мырза Еркинбеков. Да. Вот у него он выиграл и пошел. А потом в ACA пошло. Вот сейчас вот все правильно. Сейчас уже такой момент. Сейчас, если Артем проигрывает третий бой подряд, то ему надо либо лигу менять, потому что он уже в ACA, соответственно, не разовьется. Либо надо менять лигу, делать перезагрузку, либо потихоньку подумать о том, чтобы со спортом заканчивать целым. Но я бы лигу поменял в этом случае. Если третье поражение подряд, бывает, уже не идет. Можно иногда на стороне чуть подраться, уверенность себя почувствовать, перезагрузку, чтобы наступила. Да. Легкий бой, знаешь, есть такое понятие. Я потом думаю, что можно отдельно поговорить про Артема. Я думаю, что вот уже, если сейчас он, допустим, проигрывает, если он входит обратно в этот кураж, становится таким же сильным, как и раньше, по крайней мере, в бою, тогда, я думаю, стоит продолжать. А если проигрывает, надо уже делать больше такие медийные бои. Да, у него для этого все есть. Да. У него для этого все есть. Потому что и аудитория... $10 тысяч. Аудитория есть, и... Не, молодец. Он, кстати, как думаете... поднял узнаваемость казахстанского ММА в России тоже. Безусловно. Он большой вклад сделал. Я же говорю, вот до вот этих последних 2 проигрышев здесь знали только Артема. И, был Арман Ашимов, который там долгое время не дрался. Был Асол Мамбаев, который еще в UFC не попал. Там Брейви дрался. У нас что-то не слышно. Боромбаев? Нет, Ахмед. У него поймали на допинге в NFC, и сейчас есть отстранение. Вот оно закончится, ему должны дать бой. Но мы же его тоже рассматривали, когда Сабит Джусупов травмировался. Мы с Нурбеком созвонились и рассматривали его на замену Гасанзаде. Там пытались с ним связаться, услышали нет. У него контракт с Ван, я думаю, что он не сможет. Да, но мы посмотрели его статистику. Он Ван дерется ровно 1 раз в год. Представляешь? Да. Он тоже, честно, хорошего в этом мало. Сейчас, на самом деле, вообще идет тенденция, что бойцы, которые One Championship пытаются оттуда улизнуть, все, кроме Анатолия Малыхина, потому что там с боями есть проблемы. Малыхов, кстати, часто дерется, да? Толя лафа во всех смыслах, Ваня. А так вот, что там делать Кайрату? Раз в год. Мы ему здесь бы сейчас сделали бой, например, с Гасанзаде за титул, да, Fight Nights. Там, глядишь, и от Найзы какое-нибудь предложение пришло. Там есть RCC,
Ну, с Сейсей, наверное, было бы ему сложнее, потому что там надо долгий контракт подписывать, может, он и пошел бы. Да, вот так вот здесь, там, здесь. Он бы сейчас пошумел под занавес карьеры, правильно? Мгм. Ему 35 лет, если не Да. ошибаюсь. Но стоит сказать тоже про Гасанзаде. Я вчера видел его на фотосессии, я вчера приезжал, у него какая-то нереальная форма. Культурист. Он очень... Просто я и до этого его видел, но вот сейчас это вообще... Невероятно физически. Даже за сейчас, соперника страшно. сложно. Сейчас, конечно, с Абитом бы у них был бы огонь бой, но мы не хотим вас демотивировать. Ты же задал вопрос, почему завтра надо прийти. Во-первых, потому что мы здесь. У нас большое желание сделать людям хороший праздник. Я посмотрел эскиз, например, зала, вот Нурбек мне сбросил, как все это будет красиво выглядеть. Я сам впечатлился. Атмосфера будет, будут хорошие, интересные воспоминания, будут разыграны пояса. Есть интересный главный бой, который не оставляет без внимания. Есть интрига, Алиби Идрис заслуживает сегодня того, чтобы быть в UFC или не быть, или не заслуживает. Вот несколько моментов. Бабулит Салоев, про который ты сказал. Жасулан Акимжан тоже будет. Жасулан Акимжанов после поражения человек, которого на Абдулманап да. в свое время выделял. Помните Я же? могу сказать, один из, для меня лично, самых интересных боев в карде. Али Бадрудинов с Нургалы... Нургайпулы. Да. Очень будет непростой поединок для обоих, я вам могу сказать. И я сам этот бой очень жду, потому что мне сказали, что Али Бадрудинов, ему вообще было сложно соперника найти, якобы, да, вот 2 или 3 турнира подряд с ним такие сложности были, ну, видимо, на каком-то из казахстанских турниров. А здесь Нургалы появился, и про Нургалы я тоже слышу, что он там может дров наломать, потому что база борьбы какая-то Да, у него. и в 2022 году его бой призвали неоднократный чемпион Казахстана. Вот, пожалуйста. Да. Я тоже могу тогда вкинуть. Будет драться брат Тимура Хизриева. Да. Вот, и я общался с Тимуром Хизриевым, он сказал, что это единственный человек, с которым ему проблемы какие-то на тренировках создает. Так что какой-то будущий топ прям. Да, а вот я скажу, что пока это брат Тимура на данный момент. То есть пока у меня понимания по нему, насколько он хорош, нет. У него очень сложный бой был в Москве на турнире. Пацан, сейчас я не вспомню его имя, таджик, хороший бой очень закатил ему Гамиду. И не слабый соперник. И где-то, наверное, давление высокое. Если ты брат сейчас одного из самых перспективных бойцов в России и в мире, да, то тебе всегда сложно. И вопрос, Гамид с этим вообще давлением, он как бы в целом справится или нет. Ну вот мне Тимур прям хвалил и говорил, что должен что-то очень интересное показать. Так что вот, пожалуйста, вот мы как бы ответили на вопрос. Завтра есть что ожидать. И поэтому я там, например, обычно я там первые 5-6 боев где-то там занимаюсь организационными вопросами, а здесь с самого первого боя хочу посмотреть. Данияр Хойшибек. Возвращение его. Что интересно, Данияр Хойшибек в 2018 или 2019 году был чемпионом Лиги Найза. Ушел в UFC, там провел пару боев и вернулся обратно. Долгое время не дрался. Сотрудник государственной охраны. Вообще хороший. Последний бой, помнишь, его с иранцем? Крутой такой. Как этот прием называется, когда 2 коленами ножницы бьют? Двухколенные ножницы. Да, разножка, что ли? Разножка, да. Кажется, так. Вот последний свой этот бой завершил этим ударом. Кстати, здесь тоже расскажу. Мы же все пытались с Нурбеком склеить. Когда Сабит травмировался, мы все хотели, чтобы Данияр Хойшибек дрался с Гасанзаде. Но вот там именно вот мы в весе не нашли консенсуса. Потому что Гасанзаде в 62 должен был драться с Сабитом. Судя по его физической форме, он, видимо, недостаток, там, может быть, скорости и чего-то, что у Сабита, мы сами знаем, да, в излишке. Пытался, видимо, компенсировать физической формой и так далее. А здесь, получается, Койшибек, он не готов был драться в весе ниже 66. Вот это преимущество физической формы, оно нивелировалось. И поэтому я думаю, что Гасанзаде там занял позицию, он говорит, 64 я готов. Но Данияр говорит, я не сделаю 64. И вот мы, к сожалению, не смогли этот бой. Тоже была бы интрига завтра. Да, прикольно было бы. Но я думаю, что на следующий раз как-нибудь... Все впереди. Случае, да, все впереди. Данияр потихоньку возвращается. Он после UFC долгий простой у него 2 года, что ли, был. Или 2,5. И вот этот
бой для него с иранцем был такой, как бы, когда он вернулся обратно в октагон, очень поначалу сложный, шел, а потом в конце я увидел, когда он раскрылся, почувствовал, как публика за него болеет. Кстати, вот за него много людей пришло болеть. Около 300, что ли, человек билет купили именно по нему. Залетел, после этого поехал Хабибу в зал. Я там фотки видел, вместе с Хабибом тренировался, чуть раскачался, пришел. Так же и сказали, что когда Гасанзаде, его тренерский штаб смотрел, якобы, да, там, и говорят, хороший, сильный, плюс большой вес. И в конце еще, да, он еще и Хабиба в зале тренируется. И все, на этом поединке поставили крест. Слушай, Нурбек, а ты знаешь или нет, Шавкат будет на турнире? Ты спрашиваешь или утверждаешь? Я спрашиваю. Если он здесь, в городе, конечно, будет. Не общались лично с ним. Звонили его одноклубник. Допустим, в субботу вечером, что Шавкату делать, если он в Алмате будет находиться? Естественно, он приедет к нам, там, побудет на боях, особенно поболеть за своего там соклуфси. Мне интересно было бы Шавката вживую посмотреть. Я уже его не видел даже. Не видели? Да, я болею за него. Я считаю, что UFC как-то пока его так немножко ограждает от титула, а точнее титул ограждает как будто бы от него. А мне кажется, что вот сейчас залети Шавкат и дерись с Леоном Эдвардсом, я считаю, что он бы Эдвардса потрепал. Но вот ему пока вот почему-то, когда называют имена, там вот сейчас за пояс тут подерется, почему-то Шавката редко упоминают. Вот именно в контексте титульного боя. А просто это единственный боец сейчас в 77, который молодой. И, в принципе, у него очень много роста еще есть. Ему некуда спешить. То есть он... во-первых, сам не форсирует. Да, и сам ни в одном интервью не видно, чтобы он говорил. Я же говорю, здесь все как бы звенья одной цепи. Да. Сам он не прокачивает эту историю и так далее. Шавкат, просто столько говорят про Чимаева, который уже 77 уже и драться, мне кажется, не все, будет. Он не будет. Про него столько говорят. Но а Шавкат-то, если брать вот его как бойца... Этого дивизиона. 77... Он настолько сбалансированный. Да, у него все вообще есть. И все финиши у него в UFC. И вообще в карьере у него же там 17-0 и 17 финишей. Да, такое ощущение, как будто и сам не спешит. И UFC, не с точки зрения, там, типа, что Шавкат проиграет или выиграет. Вот у меня такое ощущение, что как промоутер там начинает догадываться, что типа они ждут такой бум, что за Шавката там вся Центральная Азия, СНГ будет топить, писать комменты, и там PPV купят там как на Хабиба. Да, подогреть надо. Да. Там, может быть, турнир в Казахстане все-таки думают сделать? Вообще была такая идея. В 2021 году они хотели, или в 2020 году провести, да, и даже переговоры шли, потом то ли пандемия началась. Я помню эту историю. Пандемия. И поэтому бой Шавкат, не за титул ему не дадут, наверное, в Казахстане сейчас подраться, потому что чемпион будет из другой страны. Но, например, какой-то предтитульный бой сделать главным боем вечера в Казахстане, чтобы вся Азия здесь с ума сошла, сделать каким-то интересным, условно, Колби Ковингтон, Шавкат Рахмонов. Вывеска сумасшедшая. Сделать это главным боем вечера. В случае победы Шавката уже все понятно, что он дерется за пояс. Но он уже прогретый, с огромной аудиторией. И не просто с огромной аудиторией, а с аудиторией, которая уже и как бы подтвердила это ногами. Пришли, пошумели и так далее. Вот такой, наверное, план у UFC. Да, тебе будет интересно, мне кажется, вживую увидеть, потому что у него антропометрия очень нестандартная для полусреднего веса. Он очень высокий. Рослый, да? Да, я когда впервые его увидел, я удивился, что он в 77 как-то залазит. Именно рост, да? Угу. И вообще он прям для 77 крупный парень. Красавец. Я думаю, что так как ты только прилетел, можно на этом сегодня заканчивать. Я хочу еще напомнить, что Камил запустил сегодня конкурс. Если у вас так вышло, нету средств, заходите на страничку Камила Гаджиева. Он разыгрывает, по-моему, 20, или 30 билетов. 20 билетов, но каждый выигравший получит 2 билета. Да, то есть 40 билетов на турнир совместный Fight Nights и Найза. Обязательно заходите на инстаграм-страничку Камила Гаджиева. Она появится где-то у нас на экране. Также не забывайте про социальные сети Лиги Найза. Это и наш YouTube-канал, на котором вы, скорее всего, это смотрите, и наш Инстаграм, и наш ТикТок. Везде написано, где можно приобрести турниры на грандиозный турнир, который пройдет 18 мая. Приходите, увидите всех нас там, увидите большое количество крутых боев, и, возможно, даже Шавката тоже там увидите.
про Магу Исму и Минеева какого числа бой? 20 июля Магомед Исмаил, Владимир Минеев в Москве. Июля, да? Да. Все, мы приедем обязательно. Ничего не планируете? Болеть за Магу. Я почему говорю, что у меня есть фотография, где мы с Магой на одном пьедестале стоим на чемпионате мира. Ну, прикольно то, что Интересно. Чемпионат мира по боевому самбо, 2012 год. Я вышлю как-то фотку вам. Я просто чему говорю, мы с Магой так общаемся, и как бы интересно будет посмотреть на его бой вживую. Ну, он молодец. Он, прикольно. Конечно, Магу еще следующий подкаст обсуждать. Да? 2 подкаста. Будет Маг в Казахстане, Мага приглашаем тебя сюда. Я обращусь к казахскоязычной аудитория. Я достар, ертең 18 мамыр күні Алматы аренада үлкен Дудалы Fight Night'пен бірігіп найза үлкен кеш өткізетін болады. Сондықтан жібермеңіздер, міндетті түрде келіңіздер. Камиль Гаджиев, Шавхат Рахмонов, тағы да басқа анау Әзербайжаннан Имин деген бауырымыз келеді. Тағы да көптеген жұлдыздар, Шарип, Дамир Аманжолов, көптеген қазақстандық және мына халықаралық деңгейдегі мықты жұлдыздар келетін болады. Солардың бәрімен кездесіп фотоға түсіп алғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіздер, жібермеңіздер. Ассаламу алейкум. Валик, салам, присоединяюсь к вышесказанному.